первыми, до Польши даже, первыми договорились с Гитлером. Хотите, я найду, где-то я там это Давай, спрятал. найди. Вот, я найду, я прочитаю вам в следующем Подожди. стриме. Так не Подождите. пойдет, так не О, пойдет, это- так не пойдет. Подожди, это есть договор Покаж, сионистов с покаж. Гитлером. Ты сказал, Покажи, вот мне, сейчас покажи. иди найди. Вы не Оставьте знаете? этот договор, никакой договор там, это полная бурда. Смотри, Вы одна- палестинцы, вы одна ты бурда. говоришь, что палестинцы были в оккупации во время Второй мировой. Это как они были в оккупации? Не понял, что вы сказали? Александр, Да. в какой этой оккупации были палестинцы во время Второй мировой войны? Британский мандат. Как британский мандат? После, Нам пос- тут, Подожди. нам тут раскидывали, я объясняю, какое-то несоответствие. Подожди, потому что нам британский мандат, ты знаешь, что присылали такое? какие-то эти... Британский Понимаю, я мандат. понимаю, но это не Что может это? быть, Что? знаешь почему? Что это? Подожди, Что это, британский Ибрагим? мандат ты Знаешь? знаешь. Знаешь, что это? Британский почему не мандат может ты быть? знаешь. Вопрос тогда тебе, да, Александр? Скажи, пожалуйста. Гарасион, ты изучала? Он- Чат- Так, я вас Оставь сейчас выключу, Гарасион, друзья, щас. Один момент. Я просто не закончил свою тему, я когда закончу, передам вам, хорошо? Обязательно. Я хочу понять, вот нам рассылали здесь, вот нам, чеченцам именно, да, нам рассылают какие-то фотографии, где стоят вооруженные якобы палестинцы на территории Палестины с английским оружием, в английской военной форме, и на каких-то кораблях прибывают евреи с плакатами «Не убивайте нашу последнюю надежду». Это к кому они обращались? Не к палестинцам, что ли? Да, палестинцам обращались, да? Ну, сами как же сейчас ты сказали, же что говоришь, что в оккупации же да, были. Да. Да. при британском мандате то, что они жили. Да, Ты же сейчас да. только что говоришь, ты лжец? А как Вы тогда? Я не логика, пойму. логика. Зачем? Понял, Ибрагим. Не надо тянуть, да, ты конкретно задай, я конкретно отвечу. После... Я спрашиваю тебя. Понял, я отвечаю. Когда Османский империя развалился, эти территории стали подмандатным Британии. Британцы отвечали за эти территории, они, их там полицейские, все там губернаторы, все подчинялись Британии. Там кто жили? Палестинцы, арабы, христиане, монофизиты, друзы. Вот эти, которые ты говоришь, эти плакаты, если там эти народы живут, они к кому будут обращаться? Британский королевство Ну, ты же сам разрешило- сейчас сказал. Послушай, Подожди, ты сам нет, сказал своими если- словами, если что вы- при британском мандате если они вы жили. Подожди, ты перебиваете, историю не знаешь. Посмотри, тебе внизу даже Подожди, пишут. ты тупая же, ты тупая. Ты ищешь тупой, чат ты GPT. тупой. Что ты из Подожди. себя Алло, не умного груби. здесь строишь? Сейчас опустишься, Это просто, будешь тапать. это не грубые Александр. слова, просто она не, Не может переходи назвать на друг- личности, я же не говорю, что ты Верно. долбоеб. Ты дура, Александр. дура долбоебка получается. Ты не знаешь, где Я Гарасион. тебе этого не говорю, хотя я это хочу тебе сказать. Александр, его выкинули. Жалко, я хотел спросить у него, знает ли он книгу «Китай Футух Да что он Аль-Булгар». может Не, знать? вы просто Он вообще мне ничего тему не знает. чуть-чуть подкосили, потому что нам, чеченцам, рассылали вот эти фотографии, где якобы евреи прибывают на кораблях, просят у доброжелательных, у мирных таких палестинцев: примите нас, пожалуйста. Не убивайте нашу последнюю надежду. Там из Европы их кефиры гнали, а эти сюда приплыли и попросили пощады, и палестинцы взяли их, приняли, и они потом все у них захватили. А Нет, этих нет, мне сейчас... Нет, Ибрагим, это Ибрагим. не так, Мне Ибрагим. сейчас- Ибрагим. Ну подождите, Ибрагим, я это не вам же задаю вопрос, я четко понимаю, что там, как. Просто этот человек, он нам говорит сейчас, это то есть зритель, чтобы он слушал, да, вот как нам по мозгам здесь ездят. Этот чувак, который здесь был, он нам объясняет, что Палестина была в оккупации, ну то есть арабы, палестинцы, вот эти, они были в оккупации, он говорит, во время войны.
Тогда кому обращались вот эти евреи, которые пребывали там? С Это все английскими было при... буквами. Да, Да, это с было при английскими плакатами. На английском британскому мандату, Британии. Там и были британцы, они жили при Да, британском но нам по мандате. мозгам, эти нам ездят И, по мозгам. и Вот скажу больше, да, слушатели. вот этот, смотрите, Да. он своей исламской вот этой пропагандой там и про Палестину тут и там услышал, выходит здесь и делает свои выводы, там то, что сказали. Он Не, только они исламский, нам по они мозгам не ездят. ищут правды, да, они Они не к ищут нам- правды. Я знаю, они к нам в чаты заходят, вот эти всякие пропагандисты. Хотя он сам тупоголовый, но он находит еще тупоголовие себя. На вот этой вот теме, да, там по чувствам проезжают мусульмане, ислам, там туда-сюда, пятое, десятое. Там Ибрагим, То есть знаешь, вот что? это- Знаешь, Да, что да, надо я было... хочу, чтобы зритель слушал, или слушатель, чтобы слышал, что это же четко, это факт, что вот эти вот арабы, которые там, кочевники где-то там лазили на вот этих землях, да, к ним никакие евреи с просьбой о помиловании, чтобы их приняли, не обращались. Вы дебилы, вас полностью облапошили, обполванили, вы понимаете, вот слушатели. Вот эти фотки, которые вы перекидываете, кто за этим стоит, кто вас облапошивает, вам не интересно, что ли? Вы что, не хотите вот так понять, вы хотите ходить и ныть, там, Палестина, Израиль, там, их что-то с ними делает, короче, это сволочи, Израиль. Они их приютили, а они им это сделали потом. Они, брат, не могли их Это- приютить, потому что евреи Не, это вернулись все на свою- пропаганда на свою землю. исламистов. Это Или все я- пропаганда исламистов. Можно, да, Пуштуна поднять, Ибрагим? Там, брат, знаешь, вот смотри, как говорят, когда евреев приняли палестинцы, это чуть некорректно звучит, потому что евреи вернулись на свою землю. Это На земли, историческую землю, кстати. это земли Израиля, царства Нет, Израиля и это- и Это иудеи. я понимаю, сейчас мы туда не надо углубляться. Я просто хочу, чтобы зритель понял вот эти писюльки, которые раскидывают, вот эти вот фотки всякие, пишут, видите, израильтяне там, евреи приплывали на кораблях из Европы, их там им жить не давали, там нацисты их преследовали. Они просили якобы у палестинцев помощи, те их приютили, они взяли их полностью там, насели на них якобы. Какие Палестины? Вот самом деле- сейчас палестинец, который здесь был, он же сам говорит, что в оккупации находились вот эти территории. Да, он одно Палестинцев говорит там и сам никого себе не спрашивал противоречит. вообще. Я Да, согласна с Доброго вами. дня. Палестинцев там никого не спрашивали. Он сам себе Приветствую. противоречит. Смотрите, он сам признал то, что они жили при британском мандате, и начинает говорить, что когда евреи приехали к палестинцам. Если они жили при британском мандате, тут же и тупой поймет то, что он лжет, он сам себе противоречит. Когда говорят, что он приплыл к палестинцам и говорит то, что они их оккупировали и то все. Там были свои законы. Пуштун, вы Можно? хотели что-то сказать? Да, Да, скажите. приветствую. Можно сделать немножко порядок и в названиях, и определениях, и как они вообще там тут появились, да? Я с Израиля сам. Вот. Во-первых, Ну, понятие я- Палестина, когда мы называем палестинцы, не было такой нации, ребят. Палестина была территория. То есть то же самое, что Кавказ, то же самое, что Урал, то же самое, что... Ну, вот поняли, да? Это географическое определение земли, территории. Палестина вообще название, по-моему, римляне. Она дали. идет от римлян, да, идет от римлян, когда император изгнал нас отсюда, да, он в отместку нам назвал эту территорию теми плештимами, которые были тогда. Но от тех плештим ничего не осталось, того народа уже нет. Окей? Слово Палестина Вот эти вроде вот- тоже еврейское, по-моему, Приштим или как он назывался? Плештим, захватчики. И вот эти вот палестинцы, они появились как нация, ладно, секунду, братан. Появились как нация вообще придуманная, в 64 году. И когда говорилось о создании двух государств, да, в 47-м, 46-м, 48-м году, непосредственно перед созданием Израиля,
был разговор не о создании Израиля и Палестины. Был разговор о создании Израиля, еврейского государства, и арабского государства. Слово Палестина там вообще не было. Кстати, да. Ни в каких... Да, нигде не указывало слово Палестина, палестинцы. Были арабы и евреи. Окей? Как они появились? Как они появились сюда? Секундочку, до вопроса. Секунду до вопроса. Я сначала договорю, ты не будешь перекрикивать и задавать вопросы. Я еще не договорю. Ты вообще, это не твое дело. Ты пока помолчи. Ты молчи. Определение по Я маме когда идет же. договорю, ты задашь свой вопрос. Я когда договорю, я тебя даже слушать не хочу. Я тебя даже слушать. Потомок Моисея, что ли? Я не понял. Русь, может, вот у вас у всех Русь, кто и Русь, и обосрусь, извиняюсь, и с Русь, и с флагами, и кто там себя отождествляет с ними. Знаете, я У вас его у всех, учитель, я не этому пойму, пуштуну. вы можете Я свой- учитель. Вы можете свои обычаи Пуштуна. оставить, когда Он сюда после заходите, и заходить нормально, уважительно. Свои Ученик. вот эти обычаи, традиции там оставляйте, сюда заходишь, общаешься по-человечески и выходишь. Там потом снова свой вот этот русский мир распространяется. Вот это пуштун мой ученик, понимаете? Я твой пахан, ты что, забыл, что ли? У мамы своей Ты спроси. забыл, что я тебе сказал про пуштуну, дебил? Ой, короче, Ты мы после сейчас не о этого тебе глаза говорим. Мы сейчас не о около, тебе, дебило кусок. Мы сейчас не о тебе. Мы сейчас Я давно не настоящий обсуждаем. Мы сейчас пуштун, это обсуждаем я. важный вопрос. Кто? Люди здесь сидят и обсуждают важный вопрос, настоящий пуштун, ты а не кто? тебя, придурка. Можешь Ты только его на какой минуту абсолютный скинуть, я дебил. договорю, а потом мы Ты вот это идиот, быстро будем да? слушать. Пуштун, послушай меня, ты. Я вообще думал, что ты сдох. Ты зашел перебивать или что зашел? Как тролль Я зашел скоро малолетний. вы сдохнете. Сиди нормально, зашел что-то сказать. Подожди, скажешь. Что ты как больной какой-то-то? Так вот, Я вообще арабы, думаю, которые я- здесь я вообще появились, думаю, ребята, Я думал, ты... арабы, это были арабы, которые приехали сюда работать. Это были, я по-русски называю это цыганами. Они просто приехали, когда здесь был еще Османская империя. Они приехали сюда как работники. Часть из них. Потом, когда появилась здесь британская вот эта вот колония, да, эта же земля была британской колонией, приехало сюда еще больше, потому что британцы что-то здесь строили, что-то здесь делали, как-то развивали. Они же жили несколько десятков... Да ебальник свой захлопни, блядь, заебал ты, блядь, дебила кусок. Михаил Финкель говорит, что цыгане это Да, наш... иди слушай, иди. Так, этот под-русски вылетел пока. Там внизу чуть-чуть посиди, еще потапай, немножко выучись общению, культуре общения, потом подымешься. Ибрам, я И поздороваюсь с вот вами. Я эти потому что те- покажу сейчас. Всем шалом. Попозже зайду. Здорово, здорово, Вася. Да, давай, всем. И вот эти Шалом, арабы, они шалом. появились вот так вот. Приехали сюда, как рабочие, обосновались здесь. Ну, приехали, работа есть для людей, приехали и нормально. В 1964 году их придумали как нацию. И на что Голда Меир даже отвечала. Что говорила, если уже говорить о палестинцах, да, то все, кто здесь жил до этих пришлых арабов, тоже считаются палестинцами тогда. И евреи, которые жили здесь и которые по итогу не уехали, да, были же здесь определенное количество евреев, которые все время жили здесь. И при Усманах даже римляне не смогли всех изгнать до конца. И вот если относиться как вот к региональному значению, то все, кто здесь жил в то время, можно их назвать палестинцами. Но точно не их, потому что они не коренной народ здешний. Они пришли с Аравийского полуострова, они пришли сюда с Египта, они пришли сюда с территории Сирии, там, Дальнего Ирака, поняли, да, Ливана. Вот. И как их придумали в 1964 году, появилась вот эта вот нация. Но если они палестинцы, то и мы палестинцы тогда. Ребят, как я, еврей, выросший на Кавказе, да, до 17 лет, я тоже кавказский, но я еврей. Я не кавказец по национальности. Да, я еврей, но я не кавказец по национальности. Нет такой нации, ребят. 40 наций было на Кавказе.
аварцы, чеченцы, лезгины, даргинцы, они что, все кавказцы по национальности? Нет. Также в других регионах географических, которые есть определенное название. И вот это вот палестинцы они зацепили. Сектор Газы это все те, вообще в принципе мы ждем от сектора Газа, что там выросло. Вы говорят же, что даже при нацистской Германии были праведники, да, которые спасали евреев, которые прятали евреев под страхом своей жизни, да, вот, то есть у них была прямая угроза быть расстрелянными. Вот такие праведники даже среди немцев были. И даже среди солдат вермахта такие праведники были. Но среди них не было по одной простой причине, что туда свозились десятилетиями весь сброд, которых не хотели в Иордании, которых не хотели в Египте, которых не хотели в Сирии. Преступники, насильники, радикалы мерзкие. Всех собрали там. И вот теперь логическая цепочка, да? Что это говно может вырастить? Что? Это потомки рецидивистов, варваров. Что? Какими они могут вырасти? Иногда, говоря о них, я вот так сижу и думаю, елки-палки, наверное, к ним самим, вот этому новому поколению, которые там дети растут и все такое, может быть, даже как таковой претензии нет. Да, они убийцы, они то, но они не могли вырасти другими от таких родителей, от таких бабушек и дедушек. Не могли. Не Просто могло выросли вырасти. в такой среде, просто, понимаешь? Да, не могло вырасти. И ты знаешь, что самое ужасное? Что даже если ты его вывезешь из другой среды, вот посмотри на них в Европе, да? Посмотри на них в Америке, посмотри на них в Австралии. Я не говорю только о этих арабах, да, сектора Газа. Я говорю в целом. Из них дерьмо не выходит. Вот я уехал с гор, да? Я с гор уехал, горы из меня до конца не вышли. Вот из них до конца дерьмо не выйдет никогда. Посмотрите, что они творят. Они приехали в чистые цивилизованные районы. В некоторых районах даже для них квартиры были построены, да? В некоторых частях Европы. И посмотрите, как эти районы выглядят, ребят. И вот я думаю, а стоит ли их пытаться где-то ассимилировать, где-то из них сделать людей? Не получится, ребят. Не получится. Мой горячий характер уже не... Мне 46. С 17 я уехал с Дагестана в Израиль. И то тяжело вот это вот горячее свою кавказскую, вот это вот тяжело. Да, я успокоился. Я более уравновешенный. Годы влияют, да. Но все равно эти базы, да, основы, они никуда не делись. Этот фундамент никуда не делся. Тоже с нами... А ты в Дербенте жил, да? Да. И то же самое с ними. Никуда эти основы не денутся. Там основы грязь, насилие, убийство с одним лишь словом. Аллах Акбар. Все, нахуй, никто ничего не понимает. Они специально держат свое население в невежестве, чтобы те не могли читать, писать. Чтобы на мечетях Я просто не представляю себе в Чечне, в Дагестане или еще где-то. Ну, сейчас еще ладно. За течение там 25 лет, 28 лет произошли определенные периоды. Но мне бы кто-то сказал, что где-то в Дагестане ставят израильский флаг на пол перед входом в мечеть, об него ноги вытирают, потом складывают туфли, да, свои тапочки, туфли, я бы в жизни не поверил. И я бы на это отдал голову на отсечение. И когда кавказцы, будь то чеченцы, будь то любая национальность Дагестана, будь то азербайджанцы, мне говорят, что они, их братья, блядь, нет, ничем вы не похожи. Я не знаю, я вот вырос сам и общаюсь по сей день со своими одноклассниками. Я не знаю, я не представляю себе такого, что если завтра кто-то нападет на Дагестан, для того, чтобы, блядь, обвинить нападающего, кто-то из моих одноклассников наденет на себя младенца своего соседа и пойдет воевать, чтобы, дабы завтра, если в него попадут, то попадут и в младенца, и чтобы осудить захватчика или нападающего. Я не знаю такого, я не верю, что в Дагестане такое может быть. Я не верю, что в Чечне такое может быть. Я не верю, что
на Кавказе может быть такое, что пошлют толпу детей вперед по улице, и за их спинами будут стрелять с калашников. Я не верю, что такое может быть. Так где они, ебаные, блядь, ваши братья? В каком месте вы братья? Аккуратно, аккуратно нас приветствуйте. Я понял. Ну, в каком месте вы братья, ребят? Даже если вот сегодня я смотрю, дагестанцы заходят к нам на стрим, я сижу у Светки. Если кто знает, Света такая, она ведет стрим объяснения с позиции Израиля. Девочка делает колоссальную работу 2,5 года. И к нам заходят радикальные дагестанцы, и радикальные чеченцы, и необразованные, и наполненные этой пропагандой. Но даже эти ублюдки, идиоты, я не верю, что завтра, если будет нападение на их регион, они будут прятаться за спинами своих матерей, детей, сестер. Я не верю так в это. Паштон, смотри, я тебе отвечу по поводу радикальных дагестанцев, которые заходят на эфиры. Я тебе так тоже... Среди таких дятлов радикальных даже 10% нет в Дагестане. Я надеюсь, возможно. Их максимум 4-3%. Такой реально Да, радикальных. Из твоих слов Богу в уши. Я вижу немножко другое, но сейчас я об этом с тобой спорить или там доказывать тебе обратно не хочу. Да? Но даже они, я тебе говорю, даже они, если завтра нападут на их регион, у них достаточно смелости, чтобы не прятаться за спинами детей. Они в основном радикальны только вот тут, в ТикТоках, в Инстаграмах, в интернете, а в жизни ты их вообще не увидишь. Я вообще не понимаю, как можно называть их братьями? Как? Где чеченцы? Где аварцы? Добрый вечер, Украина. Я с Украины. Я чеченець, ла ілаха Мухаммад Расулуллах. Дякую за ваше виховання просто, дякую. Да, все будет добре, мы вернемся на свою родину. Ваш волк. Ичкерию, салам алейкум. Дай Бог, дай Бог. Дякую. Я в Україні, я пробачаюсь. Українську мову розумієте, ні? Нет. Я русский еле знаю. Чеченскую разумеем. Я чеченец. Я Нохши, знаете? Нохши матавистала. Салам алейкум. Да, духуа вайла. Bütikaevi Aslan Zorç'u vaşusu dalgaç doysun. Bütikaevi var Aslan Zorç. Kötüydür. No işte halkaç das tetro. Aren dukanısı das ol das. Aren sosu. Ukrayna usu dalukla. Amor don. Ana şuveşe aletxat. Khubara ala. So dasa gelm Ahmed şu. От шуveşe alet xatar darxsa. Lela tsakha dukanıs dalgaç doysun. Kötüydür. Когда его продали, отравили его. Bütikaevi Aslan Zorç вас. Я понимаю, но потом показывали нам какую-то сказку, Пропаганда. да, там, которая якобы там их какое-то военное действие произошло, они там, я эти трупы же видел их, где что Да, эти духуа трупы, Алхамдулилlah, да, духуа вала. Tsakha эти dukanıs трупы, они были из морга, это не были трупы, которые свежие. То есть там видно было четко. Сашишори, далгач доysun. Сашишори, kötüydür. Сашишори. Духанери до этого из Вин, Духанери вот до этого мультфильма, который... Да, духуа вала. Сашишори, tsakha dukanıs. Просто я Украина, кузат, да, там может дать. Кузат, ненавистен, говорим, 56 лет мне, да, духан, они лишь, он да, духуа вала. Сашишори, Особо охрен, вот мне интересно, какое время уже Духанери до этого из Вин, до того, как они этот видеоролик там показывали. За ним охотились 25 лет, хожу. 25 лет охотились за ним, да. Да. Нет, 25, понятно, там, со времен начала военного. Я не об этом сейчас. Мне просто интересно, я 100% понимаю, что они привезли трупы из морга,
потом как будто бы они там спецоперацию какую-то проводят. Да, вот не это было всю. никакой спецоперации, не было, не было. Ну, это видно было, потому что там трупы, они, ты же видишь, когда свежий труп, там кровью истекает, и когда из морга просто уже застывшие вот эти вот взяли, да, замороженные, их на куски. Добрый Ваша, давай, давай об этом не будем говорить просто, неинтересно. Мы не знаем, что Мне это как не надо говорить, это очень важная тема, потому что там вот это происходит, то есть с трупами воюют, и это нужно Там наоборот давно об этом нас убивают, говорить. нас убивали, как бешеных собак. Просто, Нас убивали, об этом нужно говорить, это нужно полностью доносить, вот, раскрывать. Да, эту информацию. альхамдулилlah. Так, я секундочку вас перебью, я выбегаю, нету времени у меня. Герман, я извиняюсь, брат. Я пожелаю всем хорошего дня, добра, чтобы войн не было у нас. И чтобы дебилы образумились, и наконец в этом мире наступило что-то нормальное, блядь. Дякую, я пробачаюсь, я буду розмовляти українською. Мені дуже приємно ваше виховання, дякую. Мені дуже приємно. Ассаламу алейкум, брат. Мені дуже приємно, я пробачаюсь. Сауш, хочу арбой бецер, салам, вітаю, Надежда. Цахал духанизу, цахал лет 37 я дома не был. Слышь. Украина, один выиграл, лишь контусу даст, нам возовешь, даст. Я почуял брата, хазаха даст, я зашел в эфир просто, даст. Меня, короче. Там вот эта информация, она важна. Я изначально, когда вот это они там прокрутили, этот спектакль, да, вот эти... Да, я это знаю, тоже, нас убивали, как бешеных собак. Весь мир молчал. Я с самого начала пытаюсь трубить об этом, что это было вообще... Вот мне важно, какой срок до этого эти люди, их последние года полтора вообще о них не было ничего слышно. Потом там проводится какая-то якобы спецоперация, и видно, побросали вот эти из морга трупы, там их расчленили, и говорят, что там они, короче, какую-то операцию провели. Никакой там операции не было, просто один человек просто дал ему еду, чтобы они заснули. Они заснули просто, они принесли, да, еду принес, и они заснули, никакой там без операции. А потом мы зашли, и ящик расстреляли. Не спали, когда их знаю, расстреляли. что там травили людей, я знаю. Видишь, у тебя тоже нету подробной информации. Конечно нет, но я знаю, что просто мой брат дался, да, Санса даст. Если они зашли, просто, да, один шакал нашелся, еду принес, и, короче, они спали. Он живым, короче, они когда спали, их просто расстреляли, а потом сказку рассказали. Я это знаю. Но там чуть-чуть по-другому ситуация. Там их травили, на них всякие новички там отрабатывали. Это тоже Да. есть такое дело. Я подробности не знаю, как они там себе занимаются извращенными вариантами, но наш брат погиб. Его просто... Мне один этот чувак там рассказывал, что он тоже там присутствовал где-то, и когда их траванули, один он выжил, да. Они все там, короче, бредили, там волосы у них Да. потом вырывали, короче, вообще ехать на... То есть какие-то вот эти средства, которые они там обкатывали, по всей видимости. Давай об этом говорить не будем. Я вообще не хочу об этом говорить. Нет, я об этом как раз таки говорю. У меня такая тема, чтобы говорить о всем, как есть. Нас убивали, как бешеных собак. Весь мир молчал, когда нас убивали. Весь Мы мир дрались до молчал, конца. потому что мы не знаем правильно информировать весь мир. Мы сидим, давай не будем говорить, давай не так говорить, начинаем говорить. Я не хочу именно, да, с Шишуей, я про него не хочу говорить, я не хочу просто, чтобы знали, что... Тогда у всех, каждый чей-то каждый чей-то кузен или Он брат. чувствует, сейчас куда-то он чувствует, да, значит, там можно он. Беш балага, это как бы хагай улк, тут у нас
Мне Он дерез, интересно. я тебе делда, я тебе мячо хешфа, дерез хонон. Да, я тебе полностью поддерживаю, совершаю, полностью поддерживаю. Да, духуа войло. Просто я после контузии, просто мне трудно, но... Мне дуже приятно, что ты говоришь правду. Я об этом. Ибрагим, спасибо за эфир. Спасибо, что подняли. А дорогим мусульманам, которые вот стараются ненавидеть сионизм, я скажу это, я, у да. каждого есть право, у каждого есть Я право. евреи, строить мои свою страну. друзья, я пробачаюсь. Вы меня выслушали, будь ласка. Ассаламу алейкум. Не, просто хочу Я попрощаться. пробачаюсь. И, дорогие мусульмане, когда вы говорите, что сионизму нету места быть, 22 арабской стране есть место быть, почему Израилю нету места быть? Просто вот это хотела сказать. Спасибо, что подняли, Израиль Ибрагим. полностью имеет право, не только имеет право, а это одно из государств там, цивилизованных, которое пользу приносит миру, которое и себе, и другим как бы какое что-то полезное делает. Человечеству Отличие в от- общем смысле. Потому что Да, никто сейчас не пьет верблюжью мочу, а пьют те же лекарства, которые придумали евреи. И все теми благами пользуются все, то, что они придумали. Так что большое спасибо, что подняли. До свидания. Счастливо всего. Да, и вам хорошего дня и хорошего эфира. Мы, если что, здесь у нас дневной эфир, когда хотите, возвращайтесь, будем рады. Ибраим, что-то связи у меня плохо. Что-то ничего не слышно. Ты меня слышишь? Я тебя слышу, и у нас связь вроде нормальная, я всех нормально слышу. Marshall, doe me zeer, Ja, maar видно, Powell, вижу. Ibrahim, Vigri. Машол, чечен поднял. Машуамас. Добрый день. Всем салам алейкум. Ибрагим. Приветствуем, алейкум салам. Яхай! Ибрагим, мы, по-моему, с тобой когда-то общались, да, полгода там назад. Салам ты, всем. Привет. ты в Штатах живешь, и ты медик, да, по-моему, да, Ибрагим? Это ты? Нет, я другой Ибрагим. Я не медик, но я по медикаментам работаю. И я Штатах. живу в Австрии, в Вене. Вена есть. город, Значит, и- просто акцент одинаковый, и поэтому... Дервис, салам, Дервис, привет. Да, алейкум салам, Марсел. Вот, честно говоря, да, я понял, что ты чеченец, да? Ичкерец. Или как вообще? Честно говоря, Да, а вы откуда? Вы откуда? Мне кажется, мы с вами. А Баку, Азербайджан. Баку, Азербайджан. Просто тут я, честно говоря, не понял, про кого вы говорили. Я опять переспросил, кого убивали, почему весь мир молчал. Я так и не понял, я переспросил. Вы сами сказали, там трупы какие-то, у трупов этих, как его, расчленения есть, какие-то операционные, вы сказали, что-то такое. Вот сейчас вы говорите. Нет, там была такая тема, когда достали из морга людей. Где? В которых каком еще- государстве? В каком В морге? Чеченской республике. В Чеченской республике. Это я не в курсе. Я понял. Ну вот никто не в курсе, потому что информация, скажем так, Закрытая. не просачивается. Да. Не, ну то, И что вот- в Чечне 2 чеченские войны было, много крови пролито, это все мы знаем, да. Просто Да. такие подробности там где-то как-то что-то, я не знаю, но я первую знаю чеченскую тяжелую войну и вторую тяжелую чеченскую войну. И действительно был своеобразный геноцид над чеченским народом. Это тоже было. Не при том, что и тогда, когда их переселяли, это тоже было при сталинской. Да, было такое. В разный период досталось. Но это очень сильный народ. Просто я так понял, что вы сейчас на 2 половины поделились. Так тоже бывает в жизни. Исторический Ну, фактор. там не только 2 половины, там еще... Мне вот такая картинка есть, там как про животных вот показывают,
в Ютубе можно посмотреть. Есть такой зверек, медоед. Да, И медоед. этот медоед, он, короче, и на льва, и на медведя, и на удава, на кого Да, угодно. смелый, Вот. да, понял, самый Да, смелый. ну и они не могут его съесть, у него такая физика такая, да, что его даже прокусить не Да, получается. кожу пропустить не могут. Да. Да, знаю, И вот, знаю. и вот этот медоед, он дерется с огромной анакондой, да, пытается ее там задушить, она его. И вокруг бегают всякие разные там шакалы, какие-то еще непонятные, куда-то туда лезут. И у них своя какая-то борьба у вот этих двоих между собой. А там вот эти вокруг всякие непонятные, там гиены, что-то такое, В стервятники. общем, шакалы. Да, туда вмешиваются. Вот у нас что-то подобное, да, вот это вот, когда чеченцы вот там в мертвой схватке, короче, ведут какую-то борьбу, и там появляются непонятные какие-то там шариатчики, исламисты, халифатчики, вот это вот все какие-то там прорусские, подрусские, вот не поймешь вообще, без опознавательных знаков. И все пытаются вот тебе туда помешать, да? Но это как такая дежаву, это как дежаву. Между прочим, до революции, после революции что-то такое и было, да, происходило. Одни перешли к белым, другие перешли к красным. Вот, честно говоря, я историю Ичкерии или Чеченстана именно во время революции не знаю, кто был белый, кто был красный, там даже понятия не имею. Было такое? Тоже было? Да, там нас тоже, конечно, нас там поделили. Да. И благодаря нам удалось вот этих белогвардейцев выбить. Да. Изначально на стороне белых были там чеченцы, потом у нас появились вот эти муллы из Дагестана, там всякие удзум-хаджи, вот такие. Они как бы поспособствовали тому, чтобы как бы за красных, да, за коммунистов, за этих выступили. Понятно. И таким Да. образом поспособствовали вот этих выбить оттуда. Да, это такое состояние дежавю, повторяется, история повторяется, что интересно, или продолжается, вот это интересно. Она еще не закончилась, ее еще пишут, эту историю. Это я немножко так сказал, да, уже. Всех приветствую. Маршал. Машу, Я вот да, привет. я хотел один момент вот подметить про повторяющуюся историю, как бы. Многие вот этот момент пропускают, но вот недавно в Так, Карачаево-Черкесии... друзья, я пока слушать буду немного, ну, как бы, Да. потом присоединюсь. 58 или 68, тут точно не помню, короче, накрыли ячейку, Вахабни, например, у которые, подтвержденная, короче, информация, что они к какой-то ячейке относились. Я задаюсь вопросом, мы живем в 26-м году, да, что это за херня вообще? Потом интересуется, почему я не люблю там ислам или все вот это, как бы, в чем проблема, там, не любишь, не говори об этом, мне говорят. В 26-м году что-то там собираются, что-то планируют, что-то делают. Но это нормально или нет вообще? Сейчас вовсю интеграция там бизнеса в искусственный интеллект идет, а они там что-то, какие-то сходки делают там, какие-то ячейки. В Карачаево-Черкесии. Каким-то брат, родной, конкретно говори всегда, да? Вот когда говоришь, сразу называй места, да. Я же сказал. Да. Я понял, Карачаево-Черкесия, все. Я как пропустил, почему-то я вдруг подумал, ты о Грозном говоришь. Мне так показалось. Не, я говорю за свою республику. Вот там 58 или 68, вот не помню точно, там, ну, примерно вот не меньше 58. Ну, у вас просто не одни процесс, такие. да, процесс не завершился. У нас просто процесс не завершился. Он должен как-то на стадии завершения быть. Вот я не могу сказать, как это может произойти. Ну вот представь, вот Дервис, например, сейчас там бизнесы открывают, там искусственный интеллект там вводят, я не знаю. Сейчас уже есть голосовые там помощники, автоответчики, которые могут там
на основе информации там разговаривать с клиентами, там, я не знаю. Сейчас интегрируют вовсю, там, может там отвечать, рассылать письма искусственный интеллект. Ну, везде, Да, эра технологий, сейчас как бы люди развиваются, изучают, там как бы сидят за своими, например, проектами какими-то. А люди там вот это собираются и что-то там планируют, куда-то там присоединяются, там что-то делают. Что это такое вообще? Пережиток прошлого, просто не обращаем. я, честно говоря, не понял опять. Опять ничего не понял. Говорит то, что в современном мире, в 21 веке, в 26 году Карачаево-Черкесии он имеет в виду. все еще Да. существуют такие дикари с ваххабитскими мнениями. Вот об этом он говорит. Ну, я не могу сказать, вы знаете, я сейчас живу в таком обществе тоже мультикультурном обществе, где в свое время мы то же самое переживали по поводу этого, и у нас был радикальный салафизм, определенный был. Сейчас у нас существует умеренный салафизм, да, параллельно шиизму, атеизму, суннизму, и параллельно даже рядом и католизму, и православию, допустим, всему. И все как-то, знаете, мирно живут, и никто ни с кем не спорит. Смотри, проблема знаешь в чем вообще? Иудаизм Если тоже. бы, Да, если бы проблема... тоже. И синагоги у нас есть. Я в Багдаде нахожусь, да? И атеисты есть, и тюркисты есть, и туранисты есть, допустим, да? И все. Но все живут, вот я считаю, мирно сосуществуют. Мы как-то этот процесс своеобразно... Потому что у вас лидер хороший есть, который все это пресекает. Да, мультикультуризм. Да, он внедрил... И мы одновременно, допустим, вот в самый тяжелый момент мы все объединились и были рядом с президентом, и он с нами, и мы пошли в 44 дня и освободили свои земли. Было такое. Смотри, Дервис, тут ты как бы ушел туда. Просто проблема в чем? Вот даже эта проблема у вас может быть, просто она спящая. Смотри. Проблема в исламе не только в ваххабне. Если бы просто в ваххабне проблема была, как бы, я бы вообще ничего не говорил. Но ваххабня-то откуда-то... Подожди. Да, можно своими словами. Не, я договорю. Я вот просто... Да, я просто своими словами говорю. Я просто перебью тебя, потом скажу. Не. Да, ты договоришь, окей. Я говорю, что ваххабисты, ваххабня, они же откуда-то берутся, они берутся как бы из обычных, например. Это эволюция происходит. И эта эволюция, она уже, история подтверждает, что эволюция постоянно работает в этом смысле. У них только один путь. И либо, остаться таким на всю жизнь, обычным, традиционным, как бы, мусульманином, там, суфистом, там, я не знаю, или шиитом, либо эволюционировать вот в эту категорию людей. Что с этим делать? Я это хотел сказать. Ты ничего не сделаешь. Я согласен. Если каленым железом, только так, а больше никак. Дервис, ты мусульманин? Мартин, мы с тобой уже разговаривали на эту тему. Да. Кстати, да, можешь опытом поделиться, почему в Азербайджане таких случаев меньше, эволюции такой, как бы, у вас такое редко Вот ты знаешь происходит? нашу команду «Карабах»? Слышал такую команду «Карабах»? Я тоже прокомментирую попозже, почему в Азербайджане не так. Вот, например, в Турции, да, если салафизм слишком голову поднимает со стороны государства, очень их вот так, между прочим, эти ячейки, как бы, именно эти ячейки, они существуют, но жестко подавляются, своеобразно
своеобразно, не дают, потому что там ханафизм как бы на самом высоком уровне, плюс еще суфизм. Суфизм там именно идет как в Кони, в городе, по Джалладин Руми Мевлану, у них там учитель у турков, и он очень почитаемый, и поэтому там суфизм одновременно ханафизм, это как бы их не главное такое традиционный ислам в Турции, имеется в виду. Вал, знаешь, в чем этот прикол? Он врач-психиатр, мусульманин. Мартин, Что, брат? понятно. Да, ничего. А ты знаешь, что этим нельзя заниматься по исламу, психиатрии, вот такими вещами? Ну, это, Нет, это христианство тоже не признает эти. Мартин, успокойся. Причем тут по исламу или не по исламу? Ты о чем говоришь? Душевное это все, это считается плохие, эти нельзя лечить, типа, только ислам может Тормози, мне лечить. интересно, у меня вопрос такой встал интересный. Вот, Дервис, ты если работаешь, ну, специалист, да, в этой сфере, Да, в как ты наркологии я считаешь, против алкоголизма, я борюсь с зависимостью разных типов. И на первом месте, конечно, алкоголь, да, я с алкоголем борюсь. Потому что вот это, зависимость, как ты да. определяешь вот Занимаюсь таких еще людей? с психозами разными, да. А как И ты да. вот это, да, эволюцию вот эту, как ты, например, вот, я не знаю, там, подмечаешь, определяешь, лечится ли это или не лечится, я не знаю. Ты сам где находишься? Я сам в Европе нахожусь. Метадоновую программу не попадал? На какую программу? В общем, ты далек от всего этого. Хорошо. Эту тему давайте не будем, да, сейчас муссировать. Я не для этого пришел сюда. Не, с точки зрения... Смотри, Мартин подкинул мою Да профессию, правильно? Мартин подкинул мою профессию, и все. И тут получилось, что я какой-то тут психотерапевт, а вы все пациенты. И какая-то психотерапевтическая группа пошла, да, тут. Да? Хватает, да, Мартин, Дервис, да? дай вопрос тебе, брат. Смотри, вот если, например, Мартин, допустим... Вот, все свои душевные переживания, не, у меня нету переживаний. Да, все свои детские какие-то травмы, мы с тобой отдельно тет-а-тет поговорим, да? Не, я не про себя, да, я по не про Зигмунду себя. Фрейду, да? По Зигмунду Да, Фрейду. я не про да, себя по говорю. психоанализу. Подожди, А тут стой, я в хорошо. группу только зашел, почувствовал ксенофобию к друг другу. Все. Хорошо, смотри. Где-то по Вот национальному... если, подожди. Ты же знаешь, Если- что я против ксенофобии любого Хорошо. типа. Дай вопрос задай, да, брат. Я как психиатр, да, я считаю, что ксенофобия – это своеобразное психологическое заболевание. Не психическое, а психологическое, да. Ненависть к чему-то. Смотри, я тебе вопрос задаю. В Пакистане женился Подожди, Мартин, 15... Мартин. Подожди, с 10-летней девочкой в Пакистане женился человек, там ему 40 лет. Вот с психиатрического взгляда, как это понимается? Вот ты как психиатр, Мартин, как это можешь? Его Подожди, психология- тормози секунду. Я- Смотри, Дервис, Вообще- я бы хотел бы подчеркнуть, что В я не Азербайджане там ксенофоб. всё, да. Смотри, Дервис, я не ксенофоб, как бы я бы хотел подчеркнуть. Ксенофобия – это когда ты к другой как бы расе, там, к другому как бы этническому этому как бы какую-то ненависть проявляешь. Я Нет, к определенной... религиозным чтишь тоже. То, что- Ты салафи? Не, Вспомни, как ты назвал. Скажи мне. вахабня. Вахабня. Понимаешь? Ты уже склонил. Ты уже вытащил штык против них, а они против тебя. И вот у вас бойня. У нас здесь это состояние давно пережито. А у нас нет, видишь? Мы как бы, русского вас- русского не называем. Нашего бакинского русского мы называем русский. Православный славянин. Нормальное явление. Свой бакинец, живущий в Баку. Относимся Не, ну, с если бы, уважением. а если бы, а если мы, бы у например, вас, мы, например, своего подожди, бакинского еврея жидом не назовем никогда. Дервис, а если у вас Он для такие нас ячейки еврей, будут иудей. создаваться? Подожди, а если бы у вас создавались Мы такие его ячейки, тоже ты не бы так оскорбили. разговаривал? Как? Нет, ты бы так разговаривал, если бы такие же ячейки у вас там появлялись? Да у нас в есть, Азербайджане? у нас открытые, это вот у нас открытые. Вы неужели наш Карабах футбольный клуб не знаете?
Я знаю это. Да, у нас главный тренер Карабаха, допустим, в течение Салафи, его лучший игрок, допустим, Рашад Садыхов, Курбан Курбанов. У них в основном все ребята именно Ахли Сунна, Ахиды, они делают намаз. Ничего такого. Вы это в смысле не вы это ругаете в смысле или что? Делает намаз. И что тут такого? Не, ну они к ячейкам присоединяются каким-то. Я говорю про Они по такие пятницам примеры. ходят. Они по пятницам Не, ходят. я говорю, как их называют, Кого? ну вот эти ячейки, которые есть, не хочу их произносить в эфире, как бы ячейки, куда присоединяются и потом взрывы происходят. Я про это говорю. Где-то кто они? Нет, в Азербайджане? Дервис, Не, ты в не понимаешь, Азербайджане что ли, нету что я имею в виду? такого. Там Да, в никто не... Азербайджане нет. Там нет такой темы, там просто как бы заинтересованности вот этих идеологов. Нету, поэтому там не происходит. Да, тут все светское, Короче, Азербайджан невозможно. еще не подпал под Не, неволю, зачем было, скажем, было. под немилость. Не, я в целом говорю, там что-то может какое-то побочное действие происходить. А так в целом под немилость не попали. Нет, там такого сильного ислама прям в Азербайджане. Там отец может быть шиит, сын говорит, я суннит. Ну там такого есть некоторые люди, Да, которые... а дочка может быть атеисткой. Да. Христианка или, да. Да, а ислам, честно говоря, рано утром слышно прям азан, очень красивый азан с минаретов, с новых. Есть Только, старые кстати, мечети, в Азербайджане, есть новые мечети. только в Азербайджане шииты и сунниты, ну, типа, да, как шииты и сунниты, но я даже сомневаюсь, что там они являются теми, кем говорят. Ну, что они в мире, шииты и сунниты, только в Азербайджане в мире. Везде в других местах у них непонятки. Дервиш, Как бы. Да. ты сказал, что Азербайджан это светское государство. В данный момент, да. В данный момент. А да. почему у вас павших называют шахидами? А потому что это в нашем литературном языке, в азербайджанском, тюркско-азербайджанском, это слово по-другому не переводится. Это приобретенное слово. Это арабское арабизма. слово с исламским Нет, термином. это арабизм Знаешь, уже, да. Нет, у нас это не, это у нас просто называется арабизм. Это отношение не имеет. Это исламский термин. Да, азербайджанский язык этим и интересен, и отделяется от, например, других тюркских языков, от гагаузского православного языка, да, тюркского, да. Он своеобразный, да. И в свое время у нас арабизм, персизм, да, и тюркизм, он в свое время вот смешался, и вот эта зона, да, она чем отличается, допустим, от туркменов или хотя и там, по-моему, шаида тоже, шаид это шаид, и у турецкого тюркского, и у азербайджанского тюркского. Это наше слово уже, вот как бы, ты понимаешь, вот как тебе сказать, у вас что, нету приобретенных слов? У нас не имеет исламского термина. Это. У них любой мертвый, даже там евреи, которые... Даже евреи, которые... Подожди, Дервиш. У нас мертвых, павших называют киди. Все. У них любой, даже христианин, который воевал за Азербайджан, там умер, да, в войне, и он его шахидом называют. Хотя Шаид это наше слово. Это наше слово, он просто по-другому никак не может перевестись. Это шаид, да. Да, это арабизм. Но это не арабское слово, это уже арабизм. Это Вы смысл понятие. под себя поменяли этого слова, под свой. Да, это арабизм. Но нет, я имею в виду то, что само слово шахид, шухада. Это арабское, да. Вот Это смотри, арабское видишь? и Да, исламское. Именно на пути Аллаха, если умер. Вот видишь, ты Только сказал, в этом случае. чисто арабское как? Ты скажи, чисто арабское. Шухада. Шухада. Видишь, у них совсем по-другому произносится. Это уже, видишь, приобретенное. Да, это арабизм, но это уже не шухада, это шаид. Шахид это на, так сказать, на ирано-тюркском языке. Ну, не знаю, как у персов. Не знаю, как у персов, честно Персов говоря. также, но у них также переводится это.
Да, если, например, А само слово, я же не про это тебя узбеков, спрашиваю. если у узбеков, тут, наверное, буква О зайдет туда, шоит. Да, допустим, шохрат. Если Я у же нас... не говорю про арабизм, я говорю то, что само слово шахид. Да, конечно, я что говорю, что я что, не знаю, что ли? Я что, Это похож на исламский термин. я что, похож на человека, который не знает, что это исламский термин? Да. А вы говорите то, что Азербайджан это светское государство. Как такое может быть? В смысле? Он же объяснил это слово, оно у нас тоже есть, кстати, у чеченцев какие-то слова, которые Приобретенные. уже они... Я же У ответил чеченцев на это. слово сабарде, это же арабское слово же тоже. Да, и что это? Да, мы вот постоянно его применяем, хотя у нас есть и альтернативное слово сатуа, но мы все-таки вот уже это как бы в обиход вошло и постоянно свободе. Да. А слово сабыр, да, получается? Сабр. Да, сабер. Сабер, вы что, только в исламе это скажете, что ли? Если это Нет, ислам... смотри, раньше Вот Азербайджан... подождите, да, в чеченском языке есть арабизм сабер. И в азербайджанском тоже. Сабр, да, сабр вы говорите. Раньше, секунду, Дервиш, раньше, Сабр это когда спокойствие, исламский... да, типа Да. спокойно, да, все, как бы не отвечай ему. Будь Дервиш, спокойней. В драке. Все мы поняли поняли. Все знают это слово. Смотри, когда Да, раньше... он уже арабизм, Да это подожди, уже дай ваше сказать, слово. да, брат. Когда исламский этот был, когда вот, тюрки там, ислам в те времена, да, ислам был более... Тогда по религия серьезная более имела. Тогда это шахид, это имелось в виду в прямом смысле. За ислам, кто воевал, его называли шахидом, да. Да, конечно. Да. А потом просто это слово уже осталось то же самое, как спасибо слово, да, спаси Бог. Да. Означало. Да. А сейчас это говорят каждому типа как просто, да. Это также нет, это смысл... Это приобретенное слово, но это в данный момент внутри азербайджанского языка, это Кстати, азербайджанский язык. Кстати, вот у русских тоже «спаси Бог», да, это, благодарствует, когда человек, он говорит «спаси Бог». А сейчас спасибо просто, 90, да, 99% русских, ты у них спроси, они даже не думали об этом, да, откуда это слово, его там этимология. И я хотел вот насчет того, что в Азербайджане ваххабня есть или нету, вот эта тема. А вот ты Просто тоже склоняешься. Да, ты тоже склоняешься. Не, да, у нас, как понять, почему я не склоняю? Вообще изначально ваххабисты же недовольны, когда их ваххабисты называют. То есть, нет, ты еще дальше дополняешь. Да, я тоже кручу по-своему, как мне удобно. Если им тоже можно, там, изначально, да? Склонять. Я тоже тогда. Да. Не, вообще, ваххабист, такое понятия в исламе нету. Есть аль-вахаб, аллахская эпитет. Да, их как бы начинающий учитель. Да, но его же уже склонили, ваххабист сказал. Кто? То есть, изначально. Аль-Вахаб? Не, это уже русская интерпретация, да? Ваххабист, это как русская. Я не знаю. На самом деле, я поэтому говорю, давай сейчас туда не уходим, да? Да, понятно. На самом деле, наверное, официально называется течение, наверное, это я давно еще читал, салафи. Потому что, да, у вас оно очень раньше. Сейчас это, кстати, такое в нежную его стадию хотят перевести уже, чтобы он каким-то образом прижился под русским флагом, чтобы это аккуратно... Нет, кстати, я поинтересовался даже в секторе Газа, вот недавно, где-то несколько месяцев назад, и это тоже там я поинтересовался, мне было интересно, мне кажется, я как-то перелистывал вас, слушал это, да, и просто мне интересно было зайти на сайт, посмотреть, да, и прочитал. Там, значит, в секторе Гази, да, тоже было интересно, что такое этот Хамас, что такое Хизбулла, все это, там одни шииты на севере, в Ливане, другие вот эти сунниты в Газе, да. А оказывается, внутри Хамаса есть салафи тоже, И вот они не борются с Израилем, они ведут борьбу против ханафийского, или я не знаю, какого суннизма у них там в этом,
в основном распространен в секторе Газа. Они бросятся против этого суннизма в пользу салафизма. В пользу салафизма. У них как бы враг не израильтянин, не иудеи, никто, а у них враг именно внутренний. Они с ними воюют. Вот я сейчас не знаю, они объединились, не объединились. Я просто чуть-чуть о другом, да, я вот хотел... У них даже вооруженные были между собой перестрелки еще вот до событий. Ну, между это собой. вообще 1500 лет, весь ислам, все его течения, и которые еще новые появляются, всегда воюют между собой. Это доказанный факт. Ну, известный факт, вернее. Христианство то же самое. В христианстве это уже пережили как бы после вот пару веков. После чего? После... Да, что ты говоришь? После реформации, после того, как отделили государство. После того, как крестовыми походами прошлись над православным Константинополем и 4 раза его просто ограбили, уничтожили и ославили. Совершенно верно. Никто не оправдывает. Никто не пытаюсь оправдывать все вот эти вот, все джихады, крестовые походы на христианский лад. Я не пытаюсь их оправдать. И христианство конкретно тоже убивало, насиловало, осуждаю, да, всем вот этим занималось. Но пока его не реформировали. Но сейчас его смогли реформировать, устаканить каким-то образом. И сейчас там более-менее... Вот, как-то что-то... Да, ислам реформировал. Как-то что-то нормализовалось. Я вообще... Я хочу в чеченской среде это каким-то образом, чтобы мы, чеченцы, смогли это устаканить. Чтобы Формированный нас ислам? Не использовать. Ну, мне пофигу. Ислам он называется. Мы можем его по-другому назвать. Наше общество... Сейчас вы меня с темы сбили, дайте мне договорить сначала. Давайте я договорю, потом будем на другие вопросы переходить. Я сейчас говорил о Азербайджане. Тойза, не забывай, что ты хотел сказать. Я сейчас просто свободно, я выскажусь, потом я передам. Почему в Азербайджане, вот здесь спрашивали, вот, ваххабитские вот эти движения, они, скажем так, не сработали, да? Потому что запроса такого не было. И это не зависит от лидера Азербайджана. Хотя Алиев нормальный мужик, там, абсолютно негативного к нему нету ничего там. Это выбор азербайджанского народа, во-первых. Но зачем? Он же он и в хадж ходил туда, и с королем встречался в Саудовской Аравии. А король Саудовской Аравии, салафи тоже ничего такого. Запроса на то, чтобы в Азербайджане были вот эти салафитские движения, и они политически, скажем так, вели подрывную деятельность против государства, такого запроса не было. Такой запрос был у чеченцев. Когда нам тоннами начали печатать издательства Бадр там, и прочие, да, там, во всех российских там, городах печатали вот эти вот книги, всякие «Крепость мусульманина», «Таухид» там, и так далее. И их начали тоннами бесплатно нам завозить. Вот там это сработало, потому что там был запрос. И немного побочки на Азербайджан тоже как бы, Нет, он сразу распространился. Потому что азербайджанцы тоже русскоязычные, да, они могут на русском вот эти вот черпать там источник вот этот исламский, поэтому чуть-чуть как бы азербайджанцев тоже это задело, как и вот других там северокавказцев, карачаевцев, там, кабардинцев, там, я не знаю, балкарцев, потом Дагестан, вот этот, Ингушетию. Сейчас в Ингушетии вообще официально ваххабизм. Его обкатывают, чтобы потом на чеченцах уже его применить, чтобы его как бы, да, чтобы его узаконить под русским флагом, то есть под российским флагом. Сейчас в Чеченской республике салафизм. Да, поэтому и придумали вот это название салафизм, потому что сначала пугали всех, ваххабист,
это плохо, это, короче, что-то опасное. А теперь этот ваххабизм, это название, его нельзя как бы, не получается его применить, потому что все началось с того, что боролись с ваххабитами. Даже путь Ахмада Хаджи, так называемый, он зыждется, его фундамент на борьбе с ваххабитами, с шайтанами, то бишь. А теперь их вдруг узаконить как-то, это тоже резко не получится, потому что... Подожди, а при шейх Шамиле, да? Он когда создал имамат, кавказский имамат, да? И типа имам Шамиль, да, он был? Или шейх Шамиль, это... Это тоже приобретенное. Ну, это сейчас да? Чуть-чуть другая тема, да, но она тоже параллельна. Суфизм был вот развит. Да, там был суфизм, но суфизм да, это брат-близнец. Да, это брат-близнец ваххабизма. Почему? Потому что точно так же через суфизм, если его правильно как бы преподносить, через суфизм точно так же можно оболванить там народ, лишить его своей независимости, да, вот что и произошло. Когда изначально чеченцы боролись за свой самобыт, боролись, вели национал-освободительную борьбу, потом притащили муллу Шамиля и нас перевели на рельсы исламской борьбы, которая вошла потом в междоусобицу. И вот как сейчас мы видели, вот вторая русско-чеченская война, ее надо называть как есть, русско-чеченская, потому что в войне две стороны. Да, вторая, да, религиозная была. Первая была освободительно-национальная, а вот, вторая да, была... ее перебили в религиозное движение, и как бы из-за того, что распространили вот это идеологически, вот так вот, религиозное вот это дело, разобщили народ, и как бы народ потерял мотивацию, скажем так, стимул, чтобы защищаться, чтобы бороться, потому что и эти говнюки, извиняюсь за откровенность, и эти говнюки, и как-то вот А ты выбрали... сам атеист или все-таки ты язычник как бы древних традиционных традиций? Я пока что 71% мусульманин. 71% мусульман. Ханафи, да? Да, не ханафи, я такой выборочный. Не определился. Ибрагим, расскажи, вот я у тебя там заходил в твою группу, и там про какого-то мужичка, короче, там кучу видосов, которые какое-то, я не знаю, что ли, влияние там имел там в те ваши времена там. Ну, то, что в Ичкерии происходило там. Он что-то там говорил такое, как бы... Так, про кого ты сейчас? Про Фатфы, наверное? Ну, там такой мужичок, ты кучу видосов там скинул, старый такой, этот седой. Он говорил, короче, смысл такой, я один видос посмотрел, он там говорил, что типа те, кто религию поносит, там их надо, короче, под землю спускать, там, или что-то в этом роде, короче, было. Так, кто же это был, елки? Я сейчас даже... Какой же это... Ибрагим, ты всех не упомнишь, да, я не чувствую. Да, какой же это из говнюков, извиняюсь. Думал, вы реформу сделали там. Не, вот то, что, смотрите, вот вообще, что интересно, да, примечательно. Вот Россия везде трубит во все дырки, что в Чечне там исламисты, ваххабисты, там, ну, сейчас, чтобы нас не блокнули, на Т вот это вот название, уже у нас и так 2 раза предупреждение сейчас в эфире. Тут сидят всякие руснявые говнюки и, видимо, подкидывают вот эти жалобы. Вообще, на чем это вся их движение, ну, привлечение мировой общественности, там, на нас напали, в Дагестане вот этих создали ваххабитов, в Карамахи, в Чабанмахи, всяких, Багаудинов, там, Хачалаевых, нынешних имамов Шамилей, которые туда затащили чеченцев и вот лишили нас нашей государственности, и около 180 тысяч людей